Başımı salıp yatучим boy boy, burnumda altın saatga. Meni vaçigenima, meni vakiledi da, yulduz taşkalı toratga. Üyübüz artımda da, başkala boy boy, alabik bitsinli üstünlü. Men suygenime barlıkman, tilegen yaşla tösünlü. Говорят, у каждого человека в жизни есть миссия. Кто-то завоевывает мир, кто-то строит города. Один может писать картины, а другой пробивает тоннель в надежде выйти на другую сторону горной гряды. Азамату Суюнчеву судьба уготовила сразу несколько обязанностей. Первая находилась на литературном поприще, вторая – в сфере педагогики. Третья, казалось бы, самая непростая – правозащитная. Но самой трудной, пожалуй, стала четвертая – роль хранителя архива Карачая. Хранителя истории достижений, взлетов и падений, пасмурных дней и блестящего солнца на ярком небе для будущих поколений. Можно также сказать, что поэт родился и под счастливой кинозвездой. Наша работа над историей Карачая началась еще летом 2005 года, а в марте 2010 фильм «Ömürlük Tulpu. Последний феникс», повествующий об истории карачаевцев, начиная с первого тысячелетия до нашей эры, был включен в фонд Каннского фестиваля во Франции. За 3,5 часа зритель познакомится с народом, предки которого оставили заметный след в мировой истории, но об этом мало кто знает. Затем было снято еще более 40 фильмов. Во многих из них Азамат Алимович принял участие как очевидец событий или же помогал нам своими архивами и советом. Особо стоит отметить еще роль в создании теперь уже 16-часового кинопроекта о войнах-карачаевцах, ветеранах Второй мировой. 21 фильм расскажет о судьбе более 100 горцев, 53 из которых в годы войны представлялись к званию Героя Советского Союза. И здесь помощь Азамата Суюнчева стала очень весомой, так как он лично знал некоторых героев этих документальных циклов. О многих у него были собраны материалы, которые хранились у поэта более полувека. Поэтому мы назвали его хранителем архива этого народа. Но обо всем по порядку. Kelminario faytonga bayduda miner birgenge. Hey men 100 faytonga va birok bergemme, seni birgenge tebrerge. 100 fayton bulava barre Mario, üyün alına yol salıp. Hey oto terezengden bir karagıye, mekican süyekke kol salıp. Азамат Суюнчев родился 10 января 1923 года в ауле Джигута. В детстве ему довелось увидеть 3 корифеев карачаевской поэзии и ее титанов. Это были Каспот Качкаров, Аппа Джанибеков и Исмаил Семенов. Годы учебы в городе Карачаевске, который в то время назывался Микоян-Шахаром, были наполнены знакомством и с великими русскими классиками, чего стоит только одно высказывание Толстого. Карачай – нейтральный народ, живущий у подошвы Эльбруса, отличается своей верностью, красотой и храбростью. Или же отрывок из поэмы Лермонтова «Хаджи Абрек», так описавший карачаевцев.
Велик, богат аул-Джамат, он никому не платит дани. Его стена ручной булат, его мечеть на поле брани. Его свободные сыны в огнях войны закалены. Дела их громки по Кавказу, в народах дальних и чужих. Неудивительно, что дерзкий и непокорный поэт вдохновил 14-летнего мальчика перевести стихи классика на родной язык. В середине 30-х годов XX века в Советском Союзе стали активно собирать фольклор. В Карачаевской автономной области этим занимался научно-исследовательский институт, располагавшийся в одном здании с раффаком. Поэтому учащиеся, среди которых был и Азамат, часто посещали научно-исследовательский институт. В один из дней Сюинчеву поручили записать произведение народного поэта Карачая Исмаила Семенова, которого еще называли Джирчи Смаил. Поэта тогда знала вся страна. Горец был членом Союза советских писателей, и Александр Фадеев его очень ценил. Oyar uçuğuma kaydan kelesi, kesin kesini süydürüp. Alıp keterik mi elvala közünü, aftama bir gemindirip. Поэтическое наследие Семенова насчитывало десятки тысяч строк. Сам он тогда находился в зените славы. В 1940 году культовый советский журнал «Огонек» посвятил Джирчи Смаилу песни Карачая. Общение с корифеем не прошло для мальчика даром. Азамат Сюинчев по сей день считает его своим учителем. К 120-летию со дня рождения Исмаила Семенова в 2011 году был снят первый документальный фильм на карачаевском языке «Джирчи была Ахтамак», в котором Азамат Алимович принял непосредственное участие. Более 2 часов зритель будет погружен в атмосферу тех дней, репрессий, ссылки и возвращения на заветную родину предков. Но записывая в 1938 году стихи Исмаила Семенова, мальчик еще не знал всего этого. Не знал он и о том, что когда раненый вернется с фронта домой на лечение, вместе со всем народом будет отправлен в вечную ссылку в Среднюю Азию и Казахстан. Двадцать лет пройдет, 40 лет пройдет, время все быстрей движется вперед. Слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля, новый человек по земле пройдет. Слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля, новый человек по земле пройдет. Для него я горел, воевал, и как Бог этот мир создавал, мир стеклянных дворцов и морской синевы, и огня, и зеленой травы. Он придет, этот праздник огней, человек наших завтрашних дней, и за все, что найдет на планете живой, благодарность свою он
лет пройдет, 300 лет пройдет, сквозь туман и свет, сквозь жару и лед, слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля, новый человек по земле пройдет. Слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля, новый человек по земле пройдет, чтобы мир этот был невредим. Мы в ответе с тобой перед ним, мы в ответе с тобой перед горным ручьем, перед каждым цветущим кустом. Чтобы не были души пусты, чтоб огонь не унес красоты, чтобы реки текли, чтобы вишни цвели, мы в ответе с тобой за простор всей земли. Время счет ведет вековым пером, время счет ведет в тишину и гром, слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля, наш далекий друг вспомнит нас добром. Слыша, как звенит земля, как тепло хранит земля, наш далекий друг вспомнит нас добром. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят. Пришла и к нам на фронт весна, солдатам стало не до сна, не потому, что пушки бьют, а потому, что вновь поют, забыв, что здесь идут бои, поют шальные соловьи.
Шыққан едіге ойлы басқаннан жер қара. Жүрген едік жалған дүнияда ой күн санай. Дашыға келдік та ойратар басқаннан үзіліп. Біз кірген едік шам тебірдіге ой тізіліп. Окончив институт, Азамат Сүйүнчев становится преподавателем русского языка и литературы. Он также пишет стихи, но главным делом становится работа над 70-страничным трактатом руководству страны с обоснованием незаконности депортации целых народов и описанием положения всех репрессированных народов в СССР. Прежде чем автор сам расскажет об этой истории, которая стала отдельным документальным фильмом под названием «Голос свободы», Азамат Сүйүнчев, монолог от первого лица, приведем цитату из послания. Отношения Советского Союза и таких стран народной демократии, как Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Албания, а также Германская Демократическая Республика успешно развиваются на основе братской дружбы и всестороннего сотрудничества в интересах подъема благосостояния широких народных масс и укрепления мира. На Востоке такие же отношения братской дружбы и широкого сотрудничества развиваются между нашей страной и Китайской Народной Республикой, Монгольской Народной Республикой, Корейской Народной Республикой, а также Демократической Республикой Вьетнам. О жизни народов этих стран, о всесторонней помощи и поддержке Советского Союза ежедневно рассказывает и печать, и радио. Многие студенты из этих стран учатся в лучших центральных вузах Советского Союза. Это все очень хорошее дело, дело нужное. Но такие народы внутри нашей страны, как калмыцкий, крымско-татарский, чеченский, ингушский, карачаевский, балкарский, немецкий, не имеют возможности читать на родном языке даже ни одной газеты, ни одного журнала, ни одной книжки. А молодежи этих народностей недоступны и пороги центральных вузов Союза СССР. Я изучил хорошенько еще раз Конституцию СССР, основной закон, изучил международные законы, в частности, Конвенцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о преступлении геноцида и другую литературу юридическую для того, чтобы обосновать. Потом изучил, перечитал еще раз произведение классика марксизма-ленинизма по национальному вопросу Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Сталин-то считался теоретиком национального вопроса в нашей стране. Во-первых, незаконность депортации целых народов в самой демократической в мире стране Советов. Принятые законы публикуются под рубрикой «Без публикации», секретные, что они объявляются под расписку, что есть комендантский надзор, который ограничивает всякое передвижение за пределы населенного пункта, ограничения в образовании, медицинском обслуживании. Резервация этих народов попадает под признаки геноцида, осужденного цивилизованным миром, и немедленно надо законы это пересмотреть с восстановлением их законных прав, возвращением на историческую родину,
восстановление их национальной автономии, возмещение материального ущерба. У меня получилась целая рукописная книга, около 70 страниц. Я подписал, подпись свою поставил, адрес свой написал. Пошел в почтовое отделение совхозного поселка и отдаю эту рукопись, посылаю в Москву. Мне почтарь спрашивает, что это такое за бандероль. Я говорю, что я написал произведение, здесь не хотят публиковать. Я прошу разрешения ЦК партии, а там было написано Москва, ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КПСС Хрущева Никита Сергеевич. Он, значит, завернул там. Я ждал, чтобы он не раскрыл, не читал. Я ждал, пока он поставит мешок почтовый и не сдаст летчику. А там я еще приложил к этой бандероле уведомление, чтобы узнать, кому вручено, когда вручено. И, между прочим, вот такой один эпизод мне вспоминается. Когда с моей бандеролью, с пакетом, самолет взял курс на север, меня охватила дрожь. Вы знаете, я по-человечески был потрясен. Если бы я мог, испугался по-человечески, если бы мог догнать самолет, я бы отобрал. Через некоторое время вернулось уведомление о том, что бандероль вручена экспедиции Никиты Сергеевича Хрущева. Ведь оставалось еще несколько лет до 20-го съезда. Я, как Рахметов, пошел лечиться, поправил здоровье, вдруг готовился на испытание. Но все обошлось благополучно. Я, конечно, с нетерпением ждал, что или пан, или пропал, или меня арестуют, или будет рассматриваться. И судьба повернулась светлой стороной. Состоялся в феврале 1956 года 20-й съезд КПСС, где Никита Сергеевич выступил с докладом первому секретарю ЦК КПСС товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву. Мы, коммунисты-карачаевцы, прибыли в столицу нашей Родины, Москву, с поручением от карачаевцев, проживающих в Киргизии, Казахстане, посетить руководство нашей родной коммунистической партии, партии Ленина, и правдиво изложить перед ним заветное желание карачаевцев, женщин, стариков, коммунистов, комсомольцев, участников войны. Для краткого изложения просьбы карачаевского народа просим принять нас. Уверены в том, что при всей вашей занятости уделите несколько минут для личной беседы с нами. Акбаев Магомед Османович, Алиев Ракай Тауканович, Богатырев Харун Умарович, Караев Басханук Адильгериевич, Кубанов Сафар Тамашевич, Токаев Сеид Биболатович, Хачиров Хаджимурза Алисаевич, Эбзеев Аскер Батталович. 26 мая 1956 года. Город Москва. На прием делегации не попало. Кроме самого Ракая Таукановича, представленного в годы войны к званию Героя СССР, в делегацию входили и другие легендарные воины Второй мировой. Гвардии подполковник Магомед Османович Акбаев, комиссар 16-го гвардейского краснознаменного, орденов Суворова и Александра Невского кавалерийского полка 4-й гвардейской Мозырской краснознаменной кавалерийской дивизии легендарного корпуса генерала Даватора. Позже
замначальника политотдела дивизии. Был представлен к званию Героя СССР, награду не получил. За успешный рейд на Гжатском направлении в 1942 году полк Магомета стал первым краснознаменным в корпусе Даватора. За взятие города Хойники и блокировку железной дороги Калинковичи-Брест 16-й полк был награжден орденами Суворова третьей степени и Александра Невского. Самого Акбаева представили к званию Героя Советского Союза, которое он так и не получил. Гвардии капитан Сафар Тамашевич Кубанов, замначальника разведки 5-й гвардейской Бессарабско-Таненбергской ордена Ленина краснознаменной, ордена Суворова кавалерийской дивизии имени Котовского, 3-го гвардейского Гродненского ордена Ленина краснознаменного кавалерийского корпуса. Был представлен к званию Героя СССР. Награду не получил. Горец брал языки на Дону и Миусе, под Смоленском и Витебском. Перед штурмом Кенигсберга замначальника разведки дивизии в течение 15 дней по рации передавал данные в штаб из тыла немцев. Сафар также составил карту расположения частей и укреплений врага, за что был представлен к званию Героя Советского Союза, которое так и не получил. Герой СССР гвардии полковник Харун Умарович Богатырев, заместитель командира 52-й гвардейской Фастовской ордена Ленина, дважды краснознаменной, орденов Суворова второй степени, Кутузова и Богдана Хмельницкого второй степени, танковой бригады 6-го гвардейского Киевско-Берлинского ордена Ленина краснознаменного, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого танкового корпуса. Головной ударный отряд 6-го гвардейского танкового корпуса под командой Харуна первым из всей советской армии форсировал Днепр. Танки Богатырева первым вошли в Киев, брали Фастов и Житомир. Перед штурмом Берлина Горец был назначен командиром полка тяжелых танков 3-й гвардейской танковой армии маршала Рыбалка. Легендарный карачаевец по праву является одним из самых великих воинов Второй мировой. Депортация народа помешала ему получить вторую звезду и стать одним из 104 дважды героев, получивших награду Великую Отечественную. Харун Умарович Богатырев мечтал стать химиком, технологом и в середине 30-х поехал в Москву на учебу. Но вместо этого он попал под строго засекреченную обязательную мобилизацию партийного актива и против своей воли стал кадровым военным. На второй год войны после нескольких рапортов Харун наконец был переведен из резерва
в распоряжении формировавшейся тогда 3-й гвардейской танковой армии маршала Рыбалка. Весь его дальнейший путь связан с 52-й гвардейской танковой бригадой, которая была 97-й до преобразования. До апреля 1944 года бригадой командовали полковники Потапов и Плеско. Но они часто попадали в Самбат, и фактически командиром бригады был Богатырев. За годы войны он был 5 раз тяжело ранен, 7 раз горел в танке, но в госпитале лежал всего 5 дней. Маршал Рыбалка хотел, чтобы Харун возглавил одну из бригад или же батальон разведки корпуса. Но Горец просил снова вернуть его в родную 52-ю замкомбригом. Когда в апреле 44-го он попал в Московский центральный военный госпиталь, причиной стал отзыв в распоряжении Генштаба о нежелании лечиться. Харуна на костылях повезли на самолете. В Москве он выбросил костыли, отпустил сопровождавшего его врача, взял в руки палку и пошел на прием к маршалу Федоренко, который был командующим бронетанковыми войсками Советского Союза. Они были знакомы. Федоренко не мог не знать, что когда на Курской дуге весь 6-й гвардейский танковый корпус не смог взять высоту под Сосновкой, понеся огромные потери, тяжело раненый Харун был срочно вызван из Самбата и за несколько часов с 6 танками и 12 самоходными установками высоту взял. Маршал знал, что именно Богатырев возглавлял головной ударный отряд корпуса, который первым из всей советской армии форсировал Днепр, за что карачаевец получил звезду героя. Федоренко знал, что именно Харун командовал бригадой, когда она первой вошла в Киев, за что Горца во 2-й раз представили к званию героя. Маршал наверняка слышал, что генерал-лейтенант Митрофанов рассказывал маршалу Рыбалка, что сам видел, как танк Харуна подбили и что неутомимый танкист погиб. Рыбалка же ответил, что Богатырев не может и не должен умереть. И Харун выполз из расплавленной машины и остался жив. И вот теперь этот легендарный воин бригады, корпуса и армии, народ которого умирал от голода и холода в ссылке, хотел доказать всему миру, что Сталин не прав. Доказать на передовой. Федоренко разрешил Богатыреву остаться на фронте, но приказал лечь в госпиталь. А в апреле 45-го воин вернулся, и маршал Рыбалка назначил его командиром полка тяжелых танков, которые брали Берлин и Прагу. После войны Харун мог нараспев читать Коран и плакать. Мог попросить Исмаила Семенова спеть песню о Сталине, дав клятву, что ему никто ничего не сделает. Богатырева боялись или уважали, но тронуть не могли. За себя он не думал, но делегаты, их семьи могли пострадать, раз делегацию не приняли. Он посоветовал всем вернуться домой. Но группа смельчаков на свой страх и риск продолжала борьбу. В личном архиве Ракая Таукановича сохранилась копия следующего письма в президиум ЦК КПСС. Горцы просили реабилитировать народ и вернуть его на Кавказ. В конечном итоге карачаевский народ своим трудом оправдает те средства, которые будут израсходованы в связи с его возвращением на его прежнюю территорию. Мы считаем такое решение единственно правильным в деле возвращения карачаевскому народу его национального достоинства.
По существу этого вопроса мы просим принять нас и уделить несколько минут беседе с нами. Акбаев Магомед Османович, Алиев Ракай Тауканович, Караев Басханук Адиль Гериевич, Кубанов Сафар Тамашевич, Эбзеев Аскер Батталович. 28 мая 1956 года. Город Москва. Сеид Токаев, он сидит в центре. Аскер Эбзеев сидит справа. Басханук Караев сидит слева. И Магомед Акбаев вместе с Ракаем Алиевым, они стоят сзади. 2 июня 1956 года были приняты в Кремле. Комиссия из 9 человек, куда входили представители всех силовых органов, члены Верховного Совета СССР и партийные чиновники во главе с секретарем ЦК Громовым, выслушали просьбу о полной реабилитации карачаевского народа и его возвращении на Кавказ. Громов должен был сообщить руководству страны о результатах беседы. В июне того же года вторая делегация карачаевцев была принята уже Хрущевым, который пообещал решить вопрос. 9 января 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР карачаевский народ был реабилитирован, ему разрешили вернуться на Кавказ. 3 мая 1957 года, после 14-летней ссылки, карачаевцы увидели родину своих предков.
Sovet askerle bayrak tağala, Budapeşte bir kalaga. Sağ barırmamı oruç boşalıp, Beni saklağın anağa. Bolmaçı umut eteme bayam, Men gospitalga barırga. Umutum tolmay korkudu yaşla, Men sizni körmey kalırga. Ol kökte uçkan azat kanatlı, Kelip terezege kongandı. Meni yaşavım üzüllük bolur, Betimin ürü ongandı. Meni oğurluk yıllanam, Endimemden kağı talalmaz. Sügen tenglerim, ustas tenglerim, Siz unutsanız yaramaz. Sügen tenglerim, siz köp yaşağız, Meni o vaxtın jetkendi. Ben geri yana şakarı meni, Ömürlük konak etkendi. Mında doktorla darman berdile, Öpkemde avur carama. Ölgen kaparıma barıp kim aytır, Geçim bilen amma. Çesınlana cavuna cavadı da, Burgusan'tan tuman kaynaydı. Ol menin anıma büge çeketip, Elde toyla da oynaydı. Ol töküm boladı menin anım ketkelli, Ol altay kebik köründü. Kelmeydin anam Allah'ına karayma, Keç oldu günü bölündü. После возвращения домой Азамат Алимович работает редактором газеты «По Ленинскому пути» в городе Карачаевске. Он начинает собирать материалы о земляках, которые особо отличились в годы Великой Отечественной. Часть из них вошла в документальный фильм, овеянный легендами из цикла «Забытые герои». Tavlanı başı vakar çıran deydi, çıranlı tübü kayadı. Bir beceriştim, 10 yıl küreştim, kalmay kıyınımda yattı. В 1957-58 годы я работал в городе Карачаевске, редактировал районную газету «По Ленинскому пути». Наша редакция запрашивала места, где воевали наши земляки. И нам присылали очень ценные материалы. Вот, например, материал из Могилева о партизанском полке Османа Касаева. Из Бреста прислали материалы о Мурадине Гаджаеве. Вскоре появился и сам наш земляк Мурадин Гаджаев. Он приехал на побывку в ауле Твердо, я его пригласил в редакцию, и мы с ним беседовали. У нас очень интересные эпизоды боевых действий в этом глубочайшем тылу врага. Я по горячим следам, я написал
очерк, который назывался «Их было 9». Я помню, там был очень интересный рейд в тыл врага, где они разгромили штаб немецкой подразделения, раздобыли язык и с трофеем вернулись в свое месторасположение. Также и немцы вели свою работу, подрывы эшелонов, участвовали в рейсовой войне, подрывали и спускали технику врага, живую силу, разрывали они телефонные линии, поэтому наш земляк имеет большие заслуги. Это подтверждено в нашей переписке с Брестским областным музеем краеведения. Эти частичные документы сохраняются у меня в архиве. Я попросил Мурадина, спросил, есть у вас фотографии военных лет и после военных лет? Он оказался очень добросовестным, прислал мне вот 4-5 фотографий. Эти фотографии разных лет его, до военной службы, период партизанского рейда и после военной службы его. В 1959 году выходит в свет первый поэтический сборник Суинчева. До развала СССР их будет еще 5. Всего же литературные произведения Азамата Алимовича войдут в 20 книг. И это не считая научных работ. Olmasan yedi, men bu bedişni körmezim. Ay medet ol ki çalayda bolsam, yan aldırmayın vermezim. Hala yeterini bilgen bolsam, eşikni saklap dururum. Ant toba bolsun seni elkenge, çırmal bolurum. Arı söz ayta köp kukalana, sen adamsızlık etkensin. Sözünü aşıp betini yoyup, başkaga kaçıp ketkensin. Ay medet Allah halkından bilsin, bilirim sana yeterni. İsyanın başını taşar değilim, sen körür edin haterini. Senin kaldım de biçim kümeydi, vardı içimi küydürgen. Köbeterimi etme yozdurdum, oldu başını cergeyi. В 1962 году, через 5 лет после реабилитации карачаевцев, Северокавказская студия кинохроники сняла документальный фильм «Рядом с Эльбрусом». Примечательно, что было использовано всего 2 песни. Первая – это «Миннитау», «Эльбрус красавец» Исмаила Семенова на карачаевском и русском языках, а вторая – это «Песня о Теберде» на слова Азамата Суюнчева. Студенты 15 национальностей живут и учатся в Карачаевске. Не зря его называют городом юности, городом студентов. А где юность, там, конечно, и песня. Красавец смотрит сквозь тучи, белой по паке в синеву. Этой вершиной славной могучей налюбоваться не могу.
обычный учебный день, характерен здесь спокойной деловитостью. Запах свой благодатный, не спеши, подыши, подымись на озера, посмотри наши горы, отдохнешь от души, отдохнешь от души. Раздолье тут лыжникам. Так мы и живем рядом с Эльбрусом. Долгие годы дружбу связывали поэта с легендарным воином Второй мировой, героем Советского Союза, гвардии-полковником Харуном Умаровичем Богатыревым. Во время работы над документальным циклом «Воинская доблесть предков» Азамат Алимович дал нам интервью. Мой земляк Харун Умарович Богатырев пригласил меня в Ленинград. Харун Умарович рассказывал многое. В том числе он мне рассказал такой эпизод. Их воинская часть стояла под Киевом. В это время пришло письмо от его матери. Он удивился, что в обратном адресе была Киргизия. Раскрыл и читает, что она с семьей выселены все карачаевцы, что она болеет тяжело и боится очень, что не увидев сына Харуна, может уйти. Харун Умарович выскочил из землянки, взял это письмо, хотел пойти к командующему 3-й армии, танковой армии, генералу Рыбалко, и получить отпуск, поехать, узнать, что там творится. Он взял это письмо, направился, а из штаба выходит группа военнослужащих, идет генерал Рыбалко Павел Семенович с адъютантами своими, и приказ всем бойцам, командирам встать в строй. Стал в строй и Харун Умарович. Генерал приехал вручать правительственные награды отличившимся во время переправы за Днепр. Очередь дошла до меня. Генерал прикрепил мне золотую звезду в груди, пожал руку, сказал: мой кавказский орел, так держать путь до Берлина. Потом я стал в строй. Но у меня в руках было письмо, не врученное матери. У меня потекли слезы. А я слышу в строю шепот: как наш майор рад за награду, даже плачет. Но они-то не знали, что я оплакивал мать.
Пожалуй, нигде так ярко не выразилась трагедия народа, перенесшего тяготы войны и ссылки, как в судьбе разведчика-диверсанта Сумского партизанского соединения, дважды Героя Советского Союза генерала Ковпака. Это рассказ про Абдуллу Хапаева и его семью завершал фильм «Бывшие опоры» из цикла «Эхо памяти». Немецкое командование отбирало горцев кавказских для организации ферм, для добычи продуктов в своих хозяйствах. В это число попал и Абдулла Хапаев. Военнопленные решили не полностью отдавать все добыто их руками немецкому командованию. Скрывали, а эти продукты передавали партизанам. И группа захвата их арестовала. Они некоторых из них сразу расстреляли, а один сбежал, а самого заядлого руководителя этого подразделения Хапаева приговорили к смертной казни. Оставалось 22 дня до прихода Красной Армии. И немецкое командование решило его публично казнить, чтобы знало население мирное, что надо беспрекословно подчиняться оккупации. Немецкая гестапо не разрешала убирать труп его. И местные жители ночью через некоторые выкрали и похоронили на Сенском кладбище. Когда прошла Красная Армия, ему установили обелиск. Писали они в Карачаевскую автономную область, Михайловский район, аул Мара, но ответа не получали. Ведь карачаевский народ был выселен, в том числе и большая семья Тугана, отца, была выселена в Среднюю Азию. Вот представьте себе, сына казнили гитлеровцы, а еще 4 его зятя, значит, зятя Тугана, получили извещение их героической смерти на фронтах. Что может быть кощунственнее, чем вот депортация безжизненного народа? А извещение они получили уже по Ахтарале. Запросили военкомат, и они, значит, прислали, что он повешен гестапо за содействие партизанскому движению. С большим сочувствием это население относилось к памяти нашего земляка. Они потом установили свой памятник на могиле его. А отсюда, из Карачая, отец его по возвращению из Карачая, из Азии, сам вытесал надгробный камень. Он умер, но перед смертью завещал. Повести, сыновьям завещал. Повести именно его камень, камень родных гор. И вот его младший брат врач Алим-Джашар Хапаев, его племянник Гирюков Жигит погрузили этот камень, повезли в Черниговскую область. Созвали село, совершили мусульманском обычае Маулуд. Они звали его там, на месте звали не Борисом. Вот. Так вот память о нашем земляке хранит и украинская земля. Об этой героической трагической судьбе я написал книгу, которая называется «Двойной узел». Это художественно-документальная повесть. Потрясающая жизнь. Это, значит, 5, одна карачаевская семья отдала фронту. 5 жизней, а их, значит, семью Тугана, еще, значит, их детей, внуков, 28 человек составили вази. Они жили очень в Казахстане, в жарких степях Кызылкумов, работали в известном совхозе хлоповодческом Пахтарал. Так, там тоже отец
Он был мастеровой. Помогал людям оттаивать, строить свои землянки, свои жилища. Помогал совершать молитвы. В общем, оказался этот старый город, призывал и семью, и соседей, и земляков к терпению, что правда, солнце правда когда взойдет. Ну и, конечно же, Азамат Алимович принял активное участие в работе над фильмом «Генерал-полковник Султан Магометов», который был приурочен к 90-летию со дня рождения видного советского военачальника и дипломата, а вскоре вышла в свет книга писателя о его легендарном друге и земляке. Это была великая личность. И даже внешний вид его, высокий, статный, крепкого телосложения, богатырь настоящий. И кроме того, он получил великолепное образование военное, окончил бронетанковую академию, окончил академию генерального штаба с золотой медалью. Прошел 4 войны, физическую, Великую Отечественную войну от звонка до звонка, сирийскую и афганскую. Для нас это национальная гордость. Первый карачайский генерал, удостоенный более 40 правительственными наградами СССР и зарубежных стран. Уважаемая Лилия, мне очень приятно, что вы так хорошо беспокоитесь об отце. Ваш отец, генерал-полковник Магомедов, служил в вооруженных силах длительное время. Я знаю, что ваша республика отмечает 90-летие генерал-полковника Магомедова. Этот человек достоин, чтобы действительно отметили его как верного сына своей Родины, верного сына своей республики, человека, преданного своему народу. Он достоин того, чтобы вся республика поклонилась его праху. Он достоин этого трижды. От меня передайте нижайший поклон его вдове и кланяюсь вам за мужественного человека, горца, который своим именем украсил наши вооруженные силы. Имя легендарного генерала Султана Магомета известно за пределами нашей страны. Так, например, вот он сам при встрече рассказал, когда был советником, главным советником министра обороны Сирийской Арабской Республики, то многому научил арабов-сирийцев, офицеров сирийской армии. И добился при его участии, сбили первый израильский самолет. Какое было ликование у сирийцев, что они могут сопротивляться. Он вселил им уверенность бороться за свободу. Он многое сделал для укрепления дружбы между Сирией и СССР. Настолько высок был авторитет султана Магомедова, что он дружил лично с президентом сирийским, с Асадом, Хафиз Асадом. Рассказывали, что Магомедов пригласил Асада в гости. Послал полковника Еремина к послу Советского Союза в Сирии Мухиддинову. Мухиддинов сказал: неужели, говорит, Асад принял приглашение Магомедова, а я, говорит, меня не принимал он. И когда пришел, удивился, что Асад был в гостях в резиденции главного советника сирийской армии. Магомедов рассказывал, что он им показал. Синафим Чапаев. Мы были с Султаном неоднократно у
Асада. Когда мы уезжали с Алтана, то Асад пригласил к нам на обед. У него дети были, сыновья и жена. Это очень приятные люди. Подарили мне браслет красивую и сказали, чтобы я дочери передала. Он рассказал, что он облетел всю территорию Афганистана. Горы, 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 горы. Сколько Англия боролась, не могла победить Афганистан. Поэтому у меня, говорит, было особое мнение насчет нахождения советских войск в Афганистане. Это мною было выражено в засекреченном письме военному министру, но в верхах не послушались. А что получилось, известно. Журнал «Ньюсуик» 11 февраля 80-го года писал: генерал-полковник Султан Магометов еще недавно занимал пост первого заместителя командующего Забайкальским военным округом. Магометов получил назначение на должность главного военного советника в Афганистане. Хотя он относительно не очень известен, западные аналитики полагают, что его роль может резко возрасти. Мы, конечно, часто вспоминаем о нем, каким он был замечательным для нас человеком в семье. И смотрим его боевые награды. Он прошел очень трудный путь в своей жизни, в 4 войнах участвовал. Папа умер тоже как воин. Он был в Карачаево-Черкесии, выступал перед воинами-афганцами и умер прямо на митинге. То есть вот эта афганская война все-таки его достала, если не во время боевых действий, то несколько позже. Папа похоронен в городе Карачаевске. Я каждый год почти приезжаю, 31 августа прихожу на его могилу и вспоминаю об отце. Туда же приходят те, кто его знал, приходят ветераны, участники войны, вспоминают о нем, приходят учителя и ученики из 5-й школы, поскольку 5-я школа носит имя генерала Магометова. То есть много очень людей чтят его память. И я очень благодарна жителям города Карачаевска. Люди говорят, что память и сам человек живет до тех пор, пока о нем помнят. И вот в Карачаево-Черкесии помнят о Салтане Кекезовиче. И я очень благодарна всем людям, которые чтят его память. Сам он очень много делал для своего народа. Он всегда, когда мог, приезжал, помогал. Он очень любил свою родину, и он сам тоже был сыном своего народа. Умер выдающийся советский военачальник 31 августа 1989 года у себя на родине, в городе Карачаевске. Во время встречи с воинами-афганцами сердце Султана Кекезовича остановилось. Serde
çaygada bir közlü görteni çıkındı. Yalay çıkındı. Olur tün tüyüldüm akallı olsun öletti. Yalay öletti. Akıllı boşlanı da ne sılkır etti teretti. Yalay seretti. Cerli jarıldıla da o yandan cek çıktı. Yalay cek çıktı. Bu caman avruda biz neçi bizden nek çıktı. Yalay nek çıktı. Emine kirdi dama jurtnu başın kızarttı. Yalay kızarttı. Kördü güzmü daşam kara çayna jer juttu. Yalay jer juttu. Kaçma kıza kaçkalla keti paralla. Yalay baralla. Şayın zincir almayın yalan kazansız. Yalay kazansız. Meni sarı atıma saballada kere gibi la kalgandı. Yalay kalgandı. Onu arvaytıma tutuğuzda saballadan alığız. Yalay alığız. Benim ılgımı da yüzüne salığız. Yalay salığız. Yaşınına da bir kara çabuca bağız. Yalay çabağız. Savutlarımı da al da karşına takığız. Yalay takığız. Körden çile yölgen bolsa karacamçı salığız. Yalay salığız. Avrugallanı kara kızda kaya teşikten alığız. Yalay alığız. Султан Кекезович был военачальник очень скромный. Во время моего пребывания в Москве я встретился с его первым заместителем по политчасти советнического аппарата в Афганистане генералом Тутушкиным. Тутушкин рассказывал, что Султан Кекезович был представлен, в документах было представление на него на Героя Советского Союза. Однако все документы шли через главного военного советника. И он взял и вычеркнул свое имя. Я говорю Султанке, что вы делаете? Нет, говорит, солдат себя не награждает. Пусть, если достоин, пусть представляют другие. После возвращения из ссылки Азамат Алимович окончил аспирантуру по литературе народов СССР. Долгие годы читал лекции по фольклору и истории карачаевской литературы в Карачаево-Черкесском государственном педагогическом университете имени Умара Джашуевича Алиева. Народный поэт Качиер является академиком, действительным членом Международной академии творчества, а также почетным профессором Пятигорского государственного технологического университета.
Имя Азамата Суюнчева есть и в Золотой книге России среди прочих выдающихся деятелей образования и науки. Добавим, что Горец всю свою жизнь мечтал создать музей, который бы познакомил всех желающих с его богатым архивом. Наконец, весной 2012 года мечта осуществилась. Seni kalan karayla sana duradan Kalal yüreğin tazadı seni Tavladan akan suladan Kalal yüreğin tazadı seni Tavladan akan suladan Vay bir beni Dermil dese sözüme vurmayasını Dağda düzde da izleyme seni Kaydasa bildir kesini Dağda düzde da izleyme seni Kaydasa bildir kesini İki gözükler karadılar Kaşların togay ayladı Sen gayrı varsan var ama Yüreğim sana baylanır Sen gayrı varsan var ama Yüreğim sana baylanır Vallahi vermedi Dese sözüme vurmayasını Dağda düzde da izleyme seni Kaydasa bildir kesini Dağda düzde da izleyme seni Kaydasa bildir kesini Yaşaysa kesin bir bek sürdürdün bana Yürek cavumu aşaysa kesin bir bek sürdürdün bana Yürek cavumu aşaysa Vallahi vermenin ekler bir dese Sözüme vurmayasını Dağda düzde da izleyme seni Kaydasa bildir kesini Dağda düzde da izleyme seni Kaydasa bildir kesini dese sözüme vurmayasını Dağda düzde da izleyme seni Kaydasa bildir kesini
Dağda düzde da izleyme seni, kaydasa bildir kesini, kaydasa bildir kesini. Здесь работает его супруга Елизавета Ахматовна Сюнчева. Она по образованию инженер-механик. Она занимается подготовкой рукописей к изданию. Стеллажи – это библиотека поэта. Также мы знаем, что Сюнчев Азамат Алимович более 30 лет работал в учебных заведениях Казахстана и Карачаево-Черкесии. У него очень много научных и учебно-методических трудов. Они все здесь хранятся. Он является, Сюнчев Азамат Алимович, является соавтором труда «Русско-Карачаево-Балкарский словарь», монографии Хасан Апаев «Творческий путь», также научные работы «Карачаево-Балкарское стихосложение» и другие публикации. Здесь хранятся аудио-видео материалы, которые, несомненно, имеют музейную ценность. Азамат Алимович со своей женой воспитали двух детей. Сын Олег, доктор технических наук, и дочь Татьяна, доктор филологических наук. Внучки Люба, кандидат филологических наук, и Белла, также является кандидатом наук. Внук Артур в данный момент находится в Соединенных Штатах Америки и работает переводчиком. Литературный музей имеет библиотеку, гостиную и смотровой зал. Но у нас нет демонстрационного зала. Но нам обещали спонсоры помочь этим делом. Надеемся, что вместо хозяйственных построек будет сделан демонстрационный зал. У нас такие спонсоры, как Батыева Назифат Хасановна, Лавишев Артур Фуатович, Качиев Ахмат и многие другие. Лайпанов Анзор, Караев Борис, которые помогали при строительстве этого дома-музея. И еще обещают помочь по строительству демонстрационного зала. Здесь, в данном смотровом зале, на этих полках есть рукописи не только Азамата Алимовича, но и многих писателей Карачаево-Черкесии. Но самые ценные из них, наверное, это рукописи героя Советского Союза Харуна Богатырева. Со времени открытия музея прошло не так уж много времени. Музей посещает очень много людей. И вам сегодня очень большое спасибо, что вы посетили наш литературный музей. Накануне 90-летия патриарха литературного цеха нашей республики мы желаем юбиляру Кавказского долголетия, крепкого здоровья и новых успехов на творческом Олимпе. Майор свой стальной батальон вел в атаку, как сказочный всадник в железной броне. 7 раз выходил из железного танка, врага побеждая в дыму и огне. Когда его вызвали срочно к рыбалку, в раздумье стоял у Днепра командарм. «О, Богатырев, богатырь ты мой славный, возглавь переправу», — сказал генерал. На том берегу и крутом, и высоком ревели орудия, стонала река, но группа комбата пошла темной ночью, проплыла на лодке, настигла врага. Вожак тот, майор, покоривший высоты, письмо получает от мамы родной. «В измене народ наш винят, мой сыночек. Где ты, что с тобой, отзовись, дорогой». Народ той безвинный из гор Карачая изгнала с Кавказа жестокая рать. Я в Азии, в ссылке, в нужде умираю. Прощай, мой сынок, мне тебя не видать. Он взором случайно коснулся плаката, зовет сыновей своих родина-мать. Вдруг дрогнуло гордое сердце комбата. Увидел любимой он матери взгляд. Приказ был в
В тот час засветились все лица, указ о наградах читал генерал, и сам подошел он к майору, танкисту, к груди золотую звезду прикреплял. Звезду дорогую вручали герою, но с радостью вместе витала печаль, а мы-то скупою мужскою слезою на солнце блистала не только медаль. Заметив слезу командира впервые, все думали, как за награду он рад. В строю-то не знали, друзья боевые, что воин оплакивал старую мать. О, Кызылкумы, 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 глаза не жгите раскаленным мне песком. О, караванщика звезда, о, знак угрюмый, зачем ты тропы наши сделал тупиком? Хоть нас приветили в пустынях Туркестана, хоть понял беды наши, живший здесь народ, назад к горам своим стремлюсь я беспрестанно, как птица в те края, где гнезда вьет. Пусть ноги связаны и отнято оружие, но в сердце пленника свободный дух живет. Вода соленая с колючкою верблюжей, вы не по мне, я сын других земель и вод. Как далеко б я не был загнан вражей силой, не отрекусь от гор кавказских в черный час. Куда б жестокая беда не заносила, я не забуду никогда родной Кавказ. И ковыряю ли в степях я глину вязкую, или долблю киркою камень в рудниках, я буду помнить высоту свою кавказскую, хоть посели меня в торосах и снегах. Эй, Кызылкумы, 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 не обжигайте пылью знойною меня. К звезде Чулпан печально устремляю думы. Где ты, предвестница сияющего дня? Спаси народ мой от безвинного страдания, о нас, застигнутых бедой, не позабудь. Пусть караван, что нас привел в места изгнания, скорее отправится в обратный дальний путь. Карачаевск, небо, горы, милые края, ты гнездо мое родное, ты любовь моя. Дорог мне твой каждый камень, город мой родной, и реками, как руками, обнят я тобой. Полюбил я речек говор и сосновый бор, я с тобой навеки скован цепью синих гор. Отправляясь в путь по жизни дальние края, унесу твой образ близкий, сердце сохраня. Будем неразлучны снова мы в пути судьбе. За любовь твою любовью отплачу тебе. Не забыть мне речек говор и сосновый бор. Я с тобой навеки скован цепью синих гор. Мы под солнечным светом и зимою, и летом. Песня леса звучит, нас купают, ласкают, и всю жизнь закаляют и лучи, и ручьи. Сосны льют ароматный, запах свой благодатный. Не спеши, подыши. Поднимись на озера, посмотри наши горы, до чего ж хороши. Исходи ты Европу, азиатские тропы, обойди целый свет, и ты скажешь, я знаю, мест красивей Домбая в мире не было, нет. В белой шали все горы, словно девушки в хоре, нежны, милы всегда. Здесь поет вся природа, молодей год от года, край родной Теберда. Есть у нас обычай древний в очаге и ночью жар беречь, чтобы утром легче и быстрее можно было пламя вновь разжечь. Если надо, сердце жар нетленный положить готов я на ладонь, чтобы завтра снова у вселенной в очаге души пылал огонь.